Несмотря на то, что момент избиения прохожего у входа в кафе в центре Бишкека был зафиксирован камерами видеонаблюдения, из 3 участников расправы над молодым человеком задержаны только 2. Оба сотрудники милиции. Третий фигурант этого дела по-прежнему не найден. Происшествие случилось в ночь на 29 января, под конец бурного праздника по случаю дня рождения сотрудника Аламединского РОВД по имени Азамат. На свои именины он пригласил 14 человек, из которых 6 служат в милиции. 3 сотрудники Аламединского РОВД, 2 Первомайского РОВД Бишкека. Еще 1 оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью столичного ГУВД. Остальные – гражданские лица. Следователи говорят, что их изначально пытались навести на ложный след. После того, как видео с избиением молодого парня распространилось в интернете, в милицию пришли 2, не имевшие к этому делу никакого отношения, и взяли всю вину на себя. При этом все пытались скрыть, кто отмечал там свой день рождения. Именинника пришлось вычислять по дате рождения – 28 января. По факту хулиганства задержан 2 милиционеров, который ударил этого человека. Наш сотрудник по борьбе организованным преступностью, оперуполномоченный, а тот рядом сотрудник оперуполномоченный Свердловского РОВД. А третий в данное время не установлено, проводится расследование. Вот это третье лицо еще не установлено. В данное время проводится расследование, оперативно-розыскное мероприятие, и установим задержанных. Несмотря на то, что следователи и прокуроры просили арестовать задержанных милиционеров на 2 месяца, суд дал только 1 месяц в СИЗО. Имена этих 2 арестантов уже известны. Это оперуполномоченный уголовного розыска Свердловского УВД Еркин Иманалиев и оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека Алтынбек Абдраев. Личность и место работы 3-го подозреваемого не установлено. В прессе и социальных сетях уже высказываются предположения, что 3-го участника расправы укрывают могущественные покровители. Многие говорят, что он какой-то племянник какого-то там высокопоставленного, какого-то олигарха или кто знает. И поэтому его милиция не задерживает. Мы же не знаем, как это было, как это сейчас творится, как это сейчас расследуется. Незадержание вот этого 3-го охаивать огульную милицию нельзя. Нельзя. Они работают. После задержания подозреваемых в расправе оперативников 10 милицейских начальников получили выговоры. Назначена служебная проверка в отношении и остальных сотрудников милиции, присутствовавших в кафе в момент происшествия. Не исключено, что некоторые из них будут уволены из органов внутренних дел. Расследование этого дела в конце прошлой недели передано в Госкомитет национальной безопасности. Относительно 3-го я не могу сказать, да, скрывают они или нет сотрудники милиции его, но то, что они его знаю, да, это как бы 100% информация, потому что с незнакомым человеком они же не будут отдыхать. Это как бы явно. И сотрудники милиции, если даже скрывают этого 3-го, я как бы не удивлюсь. Но так как дело передано в Госкомитет национальной безопасности, то этого 3-го найдут, и я думаю, и привлекут еще остальных за соучастие. Уже в первые дни после случившегося отца избитого парня начали запугивать по телефону. ГУВД Бишкека даже выделила охрану семье пострадавшего. Позже отец потерпевшего написал встречное заявление о том, что больше не имеет претензий к избившим его сына милиционерам. Этот документ был зарегистрирован в столичном ГУВД. Само заявление приобщено к уголовному делу. В данном случае, если потерпевшая сторона заявляет, что не имеет претензий к обвиняемым, дело может быть закрыто, а 3-й подозреваемый в избиении окончательно избежит наказания. Мирдян Балыбаев, Рахат Жаныбеков, Аскат Касымбеков, НТС.